Бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, братья и сестры. В эти дни интернет-издания пестрят заголовками. Неизвестные вооруженные люди в Чечне задержали родственников Ахмеда Закаева. Но я хочу сначала поправить эти интернет-издания и потребовать от них называть вещи своими именами. Вам действительно неизвестно, кто задержал родственников Закаева? Там что, есть банда, кроме кадыровцев и российских военных? Почему молчит руководство России? Почему молчит Генпрокуратура России? Почему молчат журналисты и правозащитные организации после всех этих преступлений, публичных унижений, тем более после публичных призывов к проведению терактов на территории Европы, России и Сирии? Это делают те, которых Россия считает властью Чеченской Республики, которые являются депутатами Государственной Думы России и членами Единой России. Ваша тишина — это ваше согласие. Мы так это понимаем. Перейду к палачу чеченского народа. Я буду говорить прямо, но не на твоем уровне. Сначала под твоим давлением родственникам Закаева пришлось отречься от Ахмеда. В то же время ты дал публичные гарантии безопасности и даже побратался с родными Ахмеда Закаева. Сначала ты братаешься с родными Закаева, а сейчас пошел и заставил их клеветать, уже получается чужого для них человека. У тебя с головой все в порядке? У тебя не только твой язык, но часть серого вещества в черепной коробке — твои враги. Тебе даже самый лучший врач не смог бы помочь. Своими словами, поведением и действиями ты позоришь чеченский народ. Все те, которые вас критикуют, вы поливаете их грязью, тем самым пытаясь принизить и оскорбить их. Этим вы в очередной раз унижаете самих себя, и это в очередной раз доказывает, что у вас нет ничего человеческого. Именно поэтому Путин выбрал вас, чтобы вы такими методами унижали чеченский народ и все то, что связано с Нохчалла, то есть наше родное чеченское. Только при вас появились все эти мерзкие преступления. Аллахи, такое никогда не было в нашей истории. И вы, обманывая людей, убиваете все самое бесценное в чеченском народе, то есть его корни. Будь я согласен с Закаевым или не согласен, но я выскажу свое мнение. Он чеченец. И скажу слово за тех, кто продолжает бороться и кто выступает против этого мерзкого режима, который нам навязал Кремль. Для меня враг сам Кремль, который веками убивал наш народ. Для меня предатели те, которые служат убийцам чеченского народа. Сколько бы они ни старались, это останется черным позорным пятном для них, несмываемым позором. Вам не понравилось, когда против вас начали работать ваши деяния, когда об этом начали говорить открыто, когда вас начали называть своим именем, которое вы заслужили и записали в чеченскую историю, то есть предатели. Через своих агентов, здесь я перечислял их ранее, от Турции до Берлина, вы пытались спровоцировать и дискредитировать людей, которые борются с вашим мерзким режимом. Вы также открыто призывали и провоцировали людей в Европе, чтобы они совершали в этих странах преступления, чтобы очернить чеченских беженцев и чтобы их начали депортировать. Большая часть нашего народа бежала от вашей грязи, как словесной, так и физической. Оскорбляя людей, называя их словами, которые у нас не высказывают на публику, вы в первую очередь выставляете себя на посмешище среди чеченского общества. Вот именно по этим и многим другим причинам вас никогда не пригласят в Европу. Для цивилизованных стран ваш режим не представляет никакого интереса. Мало того, они считают вас безграмотными и необразованными людьми. Так что не берите на себя лишнего. Помните, вы существуете, пока правит Путин. Что бы вы ни делали и не говорили, вы лишь показываете свою грязь. Вопросы с ориентацией, разборки с бутылками, ваш грязный язык, ваше грязное поведение и грязные высказывания — это ваш уровень. Нормальный человек на такое не способен. Вы не боитесь Аллаха, вы боитесь Путина. Кадыров, ты патологический лжец и бьешься сейчас в истерике. Своим грязным языком и поведением ты попал в яму, которую ты сам и вырыл и заслужил. И от этой ямы сейчас исходит самый мерзкий запах.
И я уверен, что он исходит не от самой ямы, а от содержимого. Я даже оскорблять тебя не буду. Ты и этого недостоин. Мужчина так себя вести не будет. Мужчина не будет оказывать давление на простых граждан и пугать их. Мужчина в своей речи не будет упоминать женщин и не будет оскорблять даже своего кровного врага. Не надо призывать меня совершать теракты. Я на это не способен и никого к этому не призывал и не призываю. И не жди от меня ответных реакций в словах. Меня воспитывал Масхадов, а не Кадыров. И не строй мне из себя героя, собрав вокруг себя войско и за их спинами делая эти громкие выхлопы с оскорблениями мой адрес. На больше ты сам лично не способен, и я это знаю. Приедь и сам лично покажи, кто ты есть. Нас здесь не окружает войско, не окружает личное сопровождение или вооруженная охрана. Хотя, что тут говорить, если ты боишься своей тени и боишься назвать имя убийцы своего отца? Своим братьям и сестрам. Это не борьба против отдельных личностей, это унижение целого народа, всех нас. Чем раньше люди очнутся, не оставаясь в стороне, тем лучше для будущего нашего народа. Это не призыв к каким-то противоправным действиям. Наоборот, будьте бдительны, будьте вместе. Чем больше мы разделены, тем больше у них шансов уничтожить наш народ. Кто может, встаньте рядом или хотя бы говорите, не молчите, помогайте во всем тем, кто работает на этом пути. Это наше общее дело. Я извиняюсь перед вами, мои братья и сестры, но я должен был высказать свое мнение и недовольство после этой мерзкой выходки. Все будет хорошо, иншаллах.